большинство горных систем совещания по-моему. Расскажу о состоянии лесов Таджикистана. Мы постарались ответить на все вопросы, которые были переданы нам. Таджикистан находится в юго-восточной части Центральной Азии, не имеет выхода к морю. Площадь страны 143 тысяч квадратных километров. На севере граничит с Кыргызстаном, на востоке с Китаем, на юге с Афганистаном и на северо-западе с Узбекистаном. Природная среда горной территории Республики Таджикистан очень восприимчива к антропогенным воздействиям. Наиболее уязвимым являются горно-пустынные ландшафты, где расположена основная площадь лесов. Леса составляют площадь 423 тысяч га, или всего 3% территории республики. Они являются хранилищем ценного биоразнообразия и имеют важное природоохранное значение. Нижняя граница произрастания естественных лесов в Таджикистане проходит на высоте 300-350 метров над уровнем моря на юге республики, где лесные массивы представлены пустынными лесонасаждениями и саксаулой солянок. В предгорьях Южного Таджикистана с высоты 500-600 метров над уровнем моря начинается пояс устойчивого редколесья, представленного в основном фисташки и миндалем. На большой же части территории нижняя граница лесной растительности начинается с 1000-1200 метров и поднимается до 2500 метров, а в некоторых местах доходит до 3700 метров и выше, где приобретают деревья карликовую форму. Наиболее богатым видовым разнообразием представлены леса Центрального Таджикистана на высотах от 1250 до 2500 метров над уровнем моря, в состав которых преобладают лиственные породы, как орех грецкий, клен туркестанский, регеля, боярышники, березняки, облепихники, тополевники и другие. На севере республики, в Среднегорье и Высокогорье преобладают хвойные можжевельные леса, примесью березняков и топольников. Для запада страны характерны предгорья и степи, полузасушливые травянистые равнины. В то время как неизменные территории расположены только в долинных реках, на юго-западе и на крайнем севере, где Таджикистану принадлежит полоса земли, выключающаяся часть плодородной Ферганской долины. Неповторимые природные экосистемы от жарких пустынь до холодных высокогорий служат местом обитания для разнообразных видов животных. Широкий диапазон богатств местной флоры варьируется от засухоустойчивых трав и низкорослых кустарников в степных районах до густых хвойных лесов, покрывающих склоны гор. Климат в стране континентальный, однако большая амплитуда высот в сочетании с весьма сложной структурой рельефа обуславливается формированием уникальных региональных и местных климатических зон с большими различиями в температурах, характеризующимися значительными суточными и сезонными колебаниями погодных условий. Наблюдаются резкие перепады среднегодового количества осадков от минимального уровня менее 100 мм на Восточном Памире до 500-600 мм в долине реки Ваш на юге и максимального значения свыше 2000 мм на леднике Федченко. Это карта Республики Таджикистан, как видно, очень мало лесистости, там, где покрашено зеленым. Все леса Республики Таджикистан имеют важное первостепенное экологическое, хозяйственное и социальное значение, так как большинство из них, располагаясь в горном поясе, выполняют прежде всего защитные, противоэрозионные, почвозащитные и водорегулирующие функции. Все леса, находящиеся на территории Республики Таджикистан, а также земли Государственного лесного фонда, независимо от форм хозяйственной деятельности, образуют единый лесной фонд Таджикистана. В единый лесной фонд Таджикистана входят Государственный лесной фонд и Общественный лесной фонд. В Государственный лесной фонд входят естественные леса, независимо от их землепользователя, леса искусственного происхождения, находящиеся в ведении государственных органов, а также непокрытые лесом земли, предусмотренных для нужд лесного хозяйства. Это структура лесопокрытия площади по процентам.
распределение покрытия лесом площади по основным видам, где обладающим породом является можжевельник. Общая площадь земель Государственного лесного фонда Таджикистана составляет 1,8 миллионов га, которые находятся в ведении Агентства лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Как выше сказано, покрытие лесом площади с учетом заповедных лесов составляет лишь 423 тысячи га, и лесицы составляют всего 3%. Покрытие лесом площадь по основным преобладающим породам, произрастание которых связано с абсолютными высотами поверхности разных регионов, распределяется следующим образом. Арчевники занимают 150 тысяч гектаров, регион распространен преимущественно северные районы республики с абсолютными высотами от 1500 до 3000 метров. Фисташники 78 тысяч га, распространены только в южных районах с относительно малым количеством осадков 400-600 мм в год и более жарким летом на высотных отметках от 600 до 1200 метров над уровнем моря. Миндальники 12 тысяч га, орешники 8 тысяч га, кленовники 44 тысячи га, саксаульники 8 тысяч га. Лесной фонд страны, земля, леса, водные пространства и иные природные богатства являются государственной собственностью и переданы в постоянное пользование хозяйственным предприятиям по целевому назначению для развития лесного хозяйства. Указом президента Республики Таджикистан номер 12 от 19 ноября 2013 года о совершенствовании структуры исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан образовано Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства Республики Таджикистан номер 132 от 28 февраля 2014 года утверждено положение об агентстве лесном хозяйстве при правительстве Республики Таджикистан. На агентство возложено осуществление функций по выработке и реализации единой государственной политики, нормативно-правовое регулирование государственного управления в сфере леса, лесного хозяйства, лесных ресурсов, охоты и охотничьего хозяйства, а также осуществление хозяйственных функций организации системы и обеспечения государственного контроля. Государственная политика направлена на сохранение лесов и устойчивое развитие лесного хозяйства, что включает в себя эффективное и рациональное использование земельных и лесных ресурсов на выработку нового законодательства, которое давало бы возможность устойчивому развитию лесного хозяйства в новых политических и экономических условиях. В 2011 году было принято новый лесной кодекс Республики Таджикистан и в новой редакции закон Республики Таджикистан об особо охраняемых природных территориях. Также были разработаны ряд нормативно-правовых документов, касающихся реализации лесного кодекса Республики Таджикистан и закона Республики Таджикистан об охоте и охотничьем хозяйстве и будут представлены для утверждения правительства Республики Таджикистан. Тем не менее, законодательная система по лесному хозяйству и особо охраняемыми природными территориями нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании, так как отражается в первую очередь на состоянии лесов и в целом на лесные и более того на водные ресурсы и состояние почв и их плодородие. Лесное хозяйство своей деятельностью неразрывно связано с выполнением следующих основных международных программ, как национальная программа действия по борьбе с опустыниванием в Таджикистане, стратегия сокращения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов, национальная стратегия и план действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия, сохранение агробиоразнообразия в Центральной Азии, водно-болотные угодья и сохранение мигрирующих видов диких животных. В государственном законодательстве отсутствует право частного землевладения, разрешается выдача земель в аренду на договорной основе на длительный срок 10, 20 и более лет. И даже на условиях пожизненного наследуемого владения с правом передачи одному из проживающих и работающих вместе членов семьи или членов трудового хозяйства. В лесном хозяйстве в последние годы стала широко практиковаться арендная форма землепользования, которая с первых лет ее внедрения зарекомендовала себя положительно. Она вселяет уверенность арендаторов в необратимости проводимой государством земельной реформы. И доход арендатора определяется в первую очередь результатами его же работы и зависит во многом от него самого. Наряду с индивидуальным осуществляется также семейный и бригадный порядок, когда часть урожая
согласно договору остается арендатором. Проводимые работы по лесовосстановлению, как видно, с каждым годом уменьшается в связи с уменьшением финансирования лесного хозяйства. Основным программным документом на период 2006-2015 годов, определяющим развитие лесного хозяйства, была государственная программа по развитию лесного хозяйства, утвержденная постановлением правительства Республики Татарстан от 31 октября 2005 года за номер 396, в которой предусматривались конкретные организационные мероприятия и объемы работ по лесовосстановлению, охране и защите лесов. Также была принята аналогичная государственная программа по развитию особо охраняемых природных территорий. Кроме вышеназванных напрямую влияющих на развитие лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, имеются следующие долгосрочные программные документы. Национальная стратегия план действий по сохранению и рациональному использованию биоразнообразия, программа по борьбе с опустыниванием, государственная программа по экологическому образованию в Республике Таджикистан, концепция охраны окружающей среды, концепция системы особо охраняемых природных территорий Республики Таджикистан. В соответствии с государственными программами по развитию лесного хозяйства на планируемый период предусматривалось проведение лесоустройства в 5 лесхозах. Однако из-за отсутствия необходимых средств эта работа осталась невыполненной. Большинство невыполненных мероприятий, предусмотренных вышеназванными программами, включены во вновь разработанную программу развития лесного хозяйства, включая ОПТ, которая является составной частью разработанного проекта стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период 2016-2030 году. В соответствии с поручением правительства Республики Таджикистан разработан проект стратегии развития лесного сектора Республики Таджикистан на период до 2030 года. При разработке стратегии использованы важнейшие законодательные и нормативно-правовые акты, определяющие политику государства в лесном секторе на длительную перспективу, а также проект стратегии подготовлен с учетом задач, определенных президентом Республики Таджикистан и приоритетных направлений деятельности правительства Республики Таджикистан, позволяющих обеспечить высокие устойчивые темпы экономического роста. Данный проект стратегии представляет собой основу как для устойчивого ведения лесного хозяйства страны, так и для успешного комплексного развития всего лесного сектора. Она определяет текущие и будущие решения в сфере управления лесами, является базой для разработки программ и планов по лесам и обеспечивает их согласованность и направленность на достижение общих целей. К разработке проекта стратегии развития лесного сектора Республики Таджикистан были вовлечены эксперты от Европейской экономической комиссии ООН, Германское общество по международному сотрудничеству, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, а также Министерство и ведомство Республики Таджикистан. Однако проект данной стратегии не был принят правительством Республики Таджикистан, и во время прохождения согласования с министерствами и ведомствами Республики были рекомендованы разработать проект программы развития лесного хозяйства на период 2022-2031 года. В настоящее время проект программы находится в стадии рассмотрения и проходит процедуру согласования с министерствами и ведомствами Республики, после чего будет представлено правительству Республики Таджикистан для утверждения. Таджикистан принял ряд стратегических документов, программ и концепций и является членом этих концепций. В рамках проекта по адаптации к климатическим изменениям путем устойчивого лесопользования в основных водосборных бассейнах Таджикистана реализовался проект по предоставлению услуг по инвентаризации лесов и планированию управления лесами в 4 лесных хозяйствах проектных зон с обхватом более 90 тысяч га лесных земель. Основными проектными целями являлись установление базовой информации для мониторинга лесного покрова, разработка пилотного плана управления лесами для Хвалинского лесхоза на основе современных данных инвентаризации. Проект начал реализоваться в пилотных зонах с мая 2018 по июнь 2019 года. В период реализации проекта были проведены
для 6 полевых команд тренинги по выполнению мероприятий, касающихся вопросов инвентаризации пробных участков, описания выделов и планирования на уровне выделов. В течение реализации проекта проводились полевые работы и одновременно осуществлялись вывод данных. По завершении проекта на основании полученных данных составлен план управления для Хавалинского лесхоза и оценка состояния лесов для Фархарского, Ванского и Гыбао лесхозов. На основании полученных материалов Агентством лесного хозяйства при правительстве Республики Татарстан разработана, апробирована и утверждена методология проведения инвентаризации лесов в Республике Таджикистан. В советские годы регулярно проводились лесоустройства во всех лесных хозяйствах, базовых лесопитомниках, заповедниках, охотхозяйствах и природных парках. Проводились лесоустройства по единой, эффективной для того времени методике высококвалифицированным специалистам ташкентским и алматинским лесостроительным предприятиям. Хотя с помощью международных организаций и различных проектов Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Татарстан предпринимает попытки провести лесоустройство отдельных лесхозов, но тем не менее было бы лучше, на наш взгляд, проводить лесоустройство по единой для Республики Центральной Азии методологии и силами имеющихся специализированных лесостроительных предприятий или, по примеру Киргизии, организовать собственные лесостроительные предприятия, что нам пока не под силу. Поэтому агентство считает, что сотрудничество по лесоустройству могло бы исправить существующее положение, в каком стадии находится сейчас лесное хозяйство Таджикистана, и способствовало бы дальнейшему развитию лесоустройства как важнейшего вида деятельности в лесном хозяйстве. Республика Таджикистан тоже является членом всех этих конвенций, например, об биологическом разнообразии, об охране озонового слоя, по борьбе с опустыванием, СИТЕС и другие. Агентство лесного хозяйства при правительстве Республики Таджикистан по вопросам, касающимся смягчения климатических изменений, сотрудничает с Комитетом по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Агентством по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан, Государственный комитет по чрезвычайной ситуации, Министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, Комитетом по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан, органами местными власти на местах, а также с различными международными организациями, партнерами по развитию и с неправительственной организацией экологического направления. Республика Таджикистан является малолесной республикой, всего лишь 3% ее территории покрыты лесами. Вместе с тем горные леса представляют собой богатое видовое разнообразие. Дендрофлора насчитывает 268 видов, среди которых особую ценность представляют дикорастущие плодовые деревья и кустарники, которых насчитывается более 50 видов. Особую селекционную и хозяйственную ценность представляют насаждения фисташки, настоящие, ореха грецкого, миндала бухарского и миндала вавилова, яблоня сивеса, груша кайон, шелковицы, алычи, и другие. Результаты инвентаризации парниковых газов, выполненные при подготовке национальных сообщений по изменению климата, показывают, что за период после 1991 года, базового года, наблюдалось снижение поглощения парниковых газов лесными и прочими древесными насаждениями вплоть до 2000 года. А начиная с 2001 до 2016 года отмечается постоянное увеличение поглощения углекислого газа лесными и другими деревесно-кустарниковыми насаждениями. Положительную роль при этом сыграла государственная программа развития лесного хозяйства Республики Таджикистан на период 2006-2015 года и особенно государственная программа по развитию садоводства и виноградарства в Республике Таджикистан. Таджикистан является одной из стран с самым низким уровнем выбросов в Центральной Азии и мире в целом. Последняя инвентаризация в стране была проведена в 2014 году, и общие выбросы парникового газа составили 9,1 миллиона тонн СО2 без учета землепользования лесного хозяйства. Общий объем выбросов не потерпел значительных изменений в период с 2004 по 2014 года. Сектор землепользования лесного хозяйства до сих пор представляет собой значительный поглотитель выбросов парниковых газов в стране.
В 90-е годы выбросы парниковых газов в Таджикистане по секторам составили 67% по энергетике, 20% от сельского хозяйства, 10% от промышленности, 3% от отходов. К 2014 году доля сельского хозяйства увеличилась до 50%, а доля энергетики снизилась до 28%. С ростом численности населения выбросы в сектор отходов увеличились до 9%, а промышленности до 13%. По данным Гидрометеослужбы Республики Таджикистан, начиная с 1940 года наблюдался рост температур до 2017 года на 0,1-0,2 градуса за каждое десятилетие этого периода. Растет также количество дней с температурой 40 и выше градусов. Наибольший рост температуры наблюдался на юге 1-2 градуса и в Душанбе 1 градуса. Горные районы испытали увеличение температуры на 0,3-0,5 градуса, в то время как в альпийских зонах увеличение составило 0,2-0,4 градуса. Последние тенденции потепления, зафиксированные в период с 2001 года, показывают, что средняя температура за каждое десятилетие возрастает на 0,8 градусов выше средней для районов, находящихся на 1000-2500 метров над уровнем моря. В альпийской зоне рост температуры составляет 0,2 градуса выше нормы. По данным, представленным в третьем национальном сообщении Республики Таджикистан по изменению климата, в будущем ожидается повышение температуры воздуха, изменится падение осадков, более ускоренное таяние ледников и увеличение как частоты, так и масштабов экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата. По сравнению с 1961 по 90 годам к 2030 года ежегодные средние температуры будут увеличиться на 0,2-0,4 градуса во всех районах страны, что совпадает с температурными тенденциями, наблюдаемыми в течение последних 15-20 лет. Температура в горных районах будет расти более высокими темпами, чем в равнинах и засушливых районах. К концу 21 века по сценарию ожидается, что потепление превысит 5 градусов Цельсия в южных районах Таджикистана, а также в горах Центрального Таджикистана и Западного Памира. Предполагается, что по осадкам не будет существенных изменений в бассейнах крупных рек, таких как Вахши-Пянш. Тем не менее, будет увеличение дождевых осадков в горах и уменьшение осадков в виде снега, а также ожидается уменьшение осадков в южных засушливых районах, что может приводить к чрезвычайным природным явлениям, таким как наводнение и оползни в горах и засухи и в долинах на юге страны. В условиях климатических изменений, что отрицательно сказывается на природной среде в целом, и особенно на лесных насаждениях, произрастающих на крайнем юге и в южном низкогорье, лесные насаждения испытывают двойную нагрузку и в таких создавшихся условиях не способны адаптироваться к природным изменениям. Таким образом, основными причинами деградации лесных насаждений являются интенсивный, нерегулируемый выпас скота, незаконная вырубка лесных насаждений, отсутствие мониторинга и ухода за лесами и, как следствие, полное отсутствие естественного возобновления лесов. Несмотря на это, агентство лесного хозяйства осуществляется восстановление лесных насаждений путем посева и посадки лесных культур. Ежегодно создается не менее 2000 гектаров лесных насаждений. Внедряется новый подход к устойчивому лесопользованию путем применения совместного управления лесами, когда население, проживающее в зоне деятельности лесхоза, наряду с лесхозом, участвует в работах по охране закрепленных за арендаторами лесных насаждений, в проведении работ по восстановлению лесов, борьбе с вредителями болезнями леса и в других мероприятиях, а также в получении выращиваемой продукции в виде древесины, недревесных продуктов леса или сенокосных угодий. В Среднегорье и Высокогорье на высотах от 1800 до 3000 метров над уровнем моря в горах Таджикистана, преимущественно на севере республики, располагается горный пояс бариальных лесов, представленных можжевельниками Зеравшанским, Полушаровидным, Туркестанским и Сибирским можжевельниками. В этой горной зоне выпадает незначительное количество осадков,
порядка 150 мм в год. Почва в разреженных рубками насаждениях вымывается осадками. В связи с пастбищем скота эти насаждения лишены естественного возобновления. Поэтому в условиях повышенной температуры данные насаждения подвергаются деградации из-за снижения адаптационных способностей, вызванных климатическими изменениями и антропогенными воздействиями. Потепление климата и снижение защитных функций лесных насаждений в бореальных условиях способствует увеличению вспышек размножения насекомых вредителей и их распространению на больших территориях. Значительная часть лесных насаждений республики находится в тропической зоне с ценным биоразнообразием дендрофлоры и животного мира. В этой зоне находятся основные массивы ценных фисташковых лесов, небольшой участок таких редких дикорастущих видов, как инжир обыкновенный, инжир афганский, гранат, хурма Кавказа и некоторые другие субтропические виды, которым грозит сокращение ареалов и даже их исчезновение. Устойчивое лесопользование может быть достигнуто благодаря целенаправленной политике ведения лесного хозяйства. Концепция лесной политики Таджикистана основывается на 3 принципах: устойчивое управление лесными ресурсами, вовлечение местного населения в мероприятия по управлению лесом и полный контроль со стороны государства за использованием лесных ресурсов. Существующая законодательная правовая основа Республики Таджикистан позволяет осуществлять переход на более рентабельное управление лесным хозяйством с учетом насущных потребностей настоящего времени. К настоящему времени совместное управление лесов охвачено 280 тысяч гектаров лесных земель, в том числе фисташковых насаждений 60 тысяч, пасмичных угодий 124 тысяч га. Благодаря совместному управлению лесами местное население вовлекается в процесс управления лесами, участвует в работах по охране и восстановлению лесов. Разработанная стратегия развития лесного хозяйства страны на период до 2030 года предусматривает мероприятия по сохранению и восстановлению лесов, увеличению их площади, продуктивности, сохранению биоразнообразия лесных экосистем в условиях изменения климата. В рамках проекта адаптации к климатическим изменениям путем рационального лесопользования в основных водосборных бассейнах Таджикистана, финансируемым Банком развития Германии, осуществлена посадка и восстановление лесов в 4 природных зонах. Размер финансирования 8 миллионов евро. Благодаря этому проекту в Халинском, Фархольском, Ванском лесхозах и лесном хозяйстве ГБАУ создано лесных насаждений на общей площади более 6 тысяч гектаров. В настоящее время в рамках грантовой программы, финансируемой Корейской лесной службой, в 2020 году начата работа по разработке технологий выращивания саксаула и созданию лесных насаждений на площади 300 гектаров, а также создание плантаций фисташки на селекционной основе на площадь 20 гектаров. Размер финансирования 1 миллион 640 тысяч долларов. Основными проблемами препятствуют... Хорошо. Вопрос сохранения и восстановления лесов является общенациональной государственной проблемой. Правительством поддержаны и одобрены международные инициативы, Боннский вызов, внедрение зеленой экономики, мероприятия, проводимые ФАО, ООН и другими партнерами по развитию, по защите и восстановлению лесов. В числе первоочередных задач необходимо наладить проведение инвентаризации лесов и постоянно действующего мониторинга лесных ресурсов. Подходы для восстановления лесных ландшафтов должны быть самые разные, с учетом возможностей и интересов не только лесных хозяйств, но и других секторов хозяйствования, имеющих дело с природными ресурсами. Поиск финансирования, инвентаризация и мониторинг лесов, решение проблем землепользования на гослесфонде, в качестве пастбищ, сохранение ценнейшего биоразнообразия лесных экосистем, борьбы с